Ну что, уважаемые коллеги, мы готовы? Булунский район, у вас все подключились или мы еще чуть-чуть ждем? Так, не слышно пока звук. Вас не слышно. У вас микрофон выключен, что ли? Мы дали доступ, да, к звуку? Давали их доступ к звуку. Есть доступ. Попробуйте включить. Вот там красненькое это что? Это у админа 3 выключено, да? А у нас показывает, что у вас звук включен. Так, у нас по программе сегодня, давайте еще раз уточним. С 15:00 ярмарка проектов Жиганского национального и Винкийского района. В 16:00 убедительно прошу посетить наш вебинар. Будет Вячеслав Ядреев, юрист Единого ресурсного центра. Тема создания НКО, создание территориальных общественных самоуправлений в арктических районах. И после этого мы завершим. Торжественно, может быть, не очень. Так, у нас Булунский район получается. Ходит, да? Все равно не слышно. Попробуй, может, запретить, потом опять разрешить. Нет? Технически вы включены, у вас нету такого красненького этого значка. Куда надо нажать? А что нажимают обычно? Может, посоветовать что-то? Где? Может, микрофон надо как-то посмотреть, потому что у вас в Zoom звук включен. Механически здесь надо повертеть его, может, покрутить.
Может, им что-то посоветовать? Там, наверное, нету IT рядом. Он сам, по-моему, включает, Милославский. Вот это их, да, значок? Так, еще раз. Идет подключение Булунский район. Мы вас видим, но пока не слышим. Идет подключение звука. Сейчас мы это видим. Теперь отключен звук. Теперь опять включен. Нету звука. Так, звука нет, мы вас не слышим. Скажите что-нибудь. А вы нас слышите, Владимир Германович? А мы вас нет. Право доступа на звук предоставлены права, да? Так. Через TimeViewer проверят, подключат. Еще раз. Сейчас через удаленный доступ, через TimeViewer проверят, подключат. Понял, да, Леонид? Хорошо, тогда мы пока давайте поговорим о чем. Во-первых, я бы хотела сейчас в чате посмотреть, были ли вопросы. Не было в чате по вчерашнему нашему, по вчерашней встрече, по сегодняшней. Хорошо. Но если нет вопросов, это тоже хорошо, значит, все понятно. Ну, по Арктике. Сейчас идет обсуждение, насколько мы знаем, в целевом фонде будущих поколений проект «Парк будущих поколений». И я думаю, что если у вас есть какие-то предложения в части развития некоммерческого сектора, поддержки инициативных групп, молодежных, может, волонтерских, я думаю, что если вы нам направите, мы могли бы тоже выйти со своей инициативой на целевой фонд будущих поколений для того, чтобы включиться в этот большой проект. Но это даже не проект, это больше, наверное, как программа трехгодичная. И речь идет и о молодежи, и архитектурные кластеры, и IT, целевой капитал и так далее. Поэтому здесь, наверное, надо подумать, а может быть, вы уже в составе каких-то проектов, таких достаточно больших, было бы здорово. Так, как у нас дела? Еще проверка связи? Слышим, ура! Можем приступать тогда. Да, отлично. Тогда мы слушаем первый проект «Краски Арктики», правильно? Презентацию мы включаем. Здравствуйте. Добрый день. Презентацию подключаем, верно? Сейчас, секунду. Верно. Так, Газизова Гульмира Канаткалиевна, Тиксинская среднеобразовательная школа номер 2, директор. Отлично. Школы Арктики всегда дают очень интересные, уникальные проекты. Идем. Здравствуйте.
Меня зовут Гульмира Канаткалиевна, я являюсь руководителем проекта по преобразованию окружающей среды проживания краски Арктики. Наше учреждение, Тиксинская средняя общеобразовательная школа номер 2, является исполнителем проекта «Краски Арктики». Инициатором является проектный офис развития арктического кластера, редакция газеты «Маяк Арктики», а куратором проекта администрация муниципального образования Булунский Улус-район и проектный офис развития арктического кластера. Проект «Краски Арктики» повышает социальную активность местного сообщества, независимо от возраста. Современные формы коллективной работы, творчества внедряются, преображая пространство вокруг себя. Колористика домов, которая создает чувство своего уникального, неповторимого жилища, выполняет не только эстетическую функцию, но и коммуникативную. Это место, где вас знают по имени, где вы ежедневно встречаете соседей, с которыми можно перекинуться парой слов. В созданных по таким принципам публичных пространствах возможно конструирование общественной жизни, наполненной эмоциональными связями и теплыми человеческими отношениями. Видимую агрессивность, недружелюбность среды создают решетки на окнах, отсутствие разных цветов, отсутствие эстетически воспринимаемого ремонта на этажах и лестничных пространствах. А уютная инфраструктура, зеленые стены, хорошая освещенность, разнообразие форм и цветовой палитры пространства – это и есть путь к снижению уровня тревожности. Вопрос эстетического воспитания является актуальным всегда. Современные формы коллективной работы, творчества необходимо внедрять, преображая пространство вокруг себя. Участники проекта совместно с жильцами дома разрабатывают эскизы, наносят рисунки на стены. Общим влиянием реализации проекта является исполнение пространств, незадействованных в формировании позитивной визуальной структуры, сохранение и развитие культурного наследия, обеспечение заинтересованности граждан к знаниям, создание условий для реализации каждым человеком его творческого, культурного и духовного потенциала. Проект помогает внести абсолютно всем свою лепту в благоустройство родного поселка, учит выполнять роспись стен в крупных масштабах, понимать, что такое работа в команде. Первым этапом реализации проекта стала активизация местного сообщества. Механизм реализации начался с определения места для дизайнерского решения, подготовки эскизов художниками, подготовки площади для переноса эскиза на элементы в жилых подъездах. Следующим этапом реализации проекта является создание галереи под открытым небом из работ учеников, посвященной Булунскому району и Арктике. Картины будут размещены на домах поселка и приурочены к 90-летию Булунского района. Яркими красками засияют все подъезды домов Тикси, а также и сами здания. Партнерами проекта являются предприниматели поселка Тикси, проектный офис развития. Важной частью успешности стало достижение максимальных социальных эффектов и преобразование пространства при сжатых сроках и ограниченности финансовых и кадровых ресурсов. Были достигнуты следующие результаты. Реализована идея по раскраске подъезда в форме собственной коллективной работы. Определены места для дальнейшей реализации дизайнерских проектов. Созданы конкурсные условия по работе с жилыми пространствами. Подготовлены площади для переноса эскиза на элементы в жилых подъездах. Проект помогает поддерживать творческую деятельность, воспитывать гармонично развитые личности, укреплять в общественном сознании жителей отношение к управлению дизайном пространства и художественным промыслом как национальному достоянию. Участниками проекта стали 15 человек, задействовано 2 художника, 2 дизайнера, 12 учеников образовательного учреждения. Также были подготовлены 2 эскиза для продолжения проекта в летнее время. Опубликованы 2 статьи в СМИ в электронном и бумажном виде. На данный момент формируются активные группы людей, которые готовы принять
участие в украшении подъездов. Итогом исследования является накопленный теоретический, практический, межведомственный и проектный опыт работы, анализ текущей ситуации, стратегическое планирование, которые дают основу для возможности развития и управления имиджем территории. Спасибо. Отлично, спасибо большое. Действительно, жизнь станет краше и интереснее, если мы пространства, в которых мы живем, в которых мы учимся, если они будут яркими, интересными, не лунный ландшафт. Я в Тикси была дважды, останавливалась именно в жилых домах, попадала в пургу и прекрасно знаю, какое бывает настроение, когда ты не можешь улететь, когда серые стены, когда внешние дома выглядят тоже не по-арктически, да, и хочется солнца и в полярную ночь, и в полярный день, хочется света, красок, и я даже по Якутску сейчас сужу. Вот пример на городе Якутске, малые архитектурные формы и различные муралы, и значит, украшения, так скажем, внешние, город Якутск, он преобразился после того, как у нас появилась такая программа, как народный бюджет. И когда из муниципального бюджета выделяются средства, я вчера о нем рассказывала, и инициативным группам, и некоммерческим организациям, и коммерческим организациям. И есть прямо такое направление, которое называется благоустройство, малые архитектурные формы и так далее. Понятно, что город Якутск-Тикси очень отличается, но я думаю, сейчас у Жанны будет точно какое-то решение. Если среди вашей целевой группы и участников, о котором вы говорили в части достигнутых результатов, есть молодежь, молодые художники, молодые дизайнеры, а точно у вас есть старшеклассники, да, ваши школы, они фонтанируют идеи. Я думаю, что участие в Росмолодежи с этим проектом, Жанна, ты меня поддержишь? Да, я поддерживаю, безусловно. Зайдите прямо сейчас в АИС Росмолодежь. Кстати, у нас там до 3 декабря принимаются заявки по патриотизму. Патриотизм – это не значит военные какие-то проекты, да? Это один из как бы проектов, может быть. Там огромное, ну, скажем так, 4 направления есть. Посмотрите, может быть, успеете подать. Если нет, то хотя бы на следующий год. И еще, знаете, что очень важно, не хватило, вот что мне в этом проекте, прекрасный проект, чудесный для Арктики, для тиражирования, но не хватило, если честно сказать, сторителлинга. Нету истории, да, вот нужно посмотреть, как, я бы рекомендовала посмотреть выступление в стиле TED. В стиле TED, это вот, ну, я просто, как, скажем так, это как технология. Технология, где поэкспериментировать, попробовать, ребята, чтобы попробовали. Потому что сейчас получается, знаете, такой, я как будто в комиссии на федеральном уровне, при министерстве, каком-то федеральном министерстве, и вот такой вот отчет, да, что вот сделали то-то, 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 то-то. Вот. То здесь, конечно, не хватает, если это социальный проект, и презентовать, например, ну, я сама эксперт разных площадок, в том числе и Министерство образования и науки. У нас в высшее учебное заведение сейчас, кстати, презентовали проекты по патриотизму. Мы тоже видели, над чем там работать нужно. И не хватает вот этой вот, скажем так, вот этого сторителлинга. Вот. Обратите на это внимание, хорошо? Что нужно помочь, хорошо. Мы отправим Ольге тоже информацию. И я еще раз говорю, делайте вот эти клубные направления, ребят. И еще хотелось бы понять, а как это будет жить дальше? То есть каким образом будет развиваться? Понятно, что вот вы вложились, а маленькие инициативы, как они будут двигаться вот в рамках вашего большого-большого вот этого проекта? Потому что он действительно хороший, достойный, большой. Скажите еще, пожалуйста, а есть ли социальные сети у вас? Да, конечно, есть. А социальная сеть как? И Инстаграм, ВКонтакте. Как? WhatsApp, в Инстаграме у нас страничка школьная. Школьная страничка ВКонтакте? В Инстаграм. В Инстаграм. Как она называется?
Тикси, нижнее подчеркивание, SH2. А сделайте, я рекомендую просто, сделайте отдельный проект, ну, то есть отдельную страничку краски Арктики. Мгм. И прям Именно под начинайте. проект, да? Да, это под проект. Потому что, Мгм. скажем так, это сейчас такая практика, когда вот проекты создаются, под них прям странички в Инстаграм. И еще, мне кажется, что это такая тема, когда должно, вот о чем говорила Света сегодня утром, вовлечение местных сообществ, когда конкурсы объявляются на лучший эскиз, на лучшую архитектурную форму, на лучший мурал, да, и так далее. Ну, спасибо, проект очень нужный и важный. Если бы я Это не как была... раз будет во втором этапе проекта. Я бы, Я может... вам скажу, когда мы- крутой проект даже. Угу. Слушаем вас. Если есть минутка, я могу рассказать про историю этого проекта. Нет Как вообще минутки, создавалось и потому что откуда у вас взялась 8 идея. проектов, к сожалению. Вы нам можете написать на нашу почту. И знаете, Хорошо. так, я на себя возьму такую смелость предложить вам, и когда у нас будут вебинары по Росмолодежи, мы вас должны туда включить и вашу инициативную группу. Правильно, Жан? Да, да, Спасибо. все верно. И как физлица вы можете смело идти со своим проектом. Желаем удачи. Я хочу, чтобы Тикси, и не только Тикси, а весь Булунский район был раскрашен яркими красками жизни. Возможно, вся Арктика даже. Спасибо. Да. Давайте следующий проект тайм-менеджмент, чтобы Я выдержать. прошу прощения, еще знаете, что я тогда, у вас очень много проектов в сфере культуры, и я 7 декабря, вы просто поставьте себе, пожалуйста, в график, скину ссылку, отправлю все Ольге, единому ресурсному центру, и они направят вам, у нас будет площадка «Нацпроект Культура», и там будут как раз креативные индустрии, обратите внимание, да, на креативные индустрии в том числе. Там будут у нас разные практики, и я вот готова, присоединяйтесь, послушайте, и будет очень интересно и полезно для вас. Это дополнительные коммуникации, связи. Там у нас будет фонд «Культура». Кстати, обратите внимание, запишите прямо сейчас. Фонд «Культура», фонд Горчакова. Ну, это уже международные проекты, но тем не менее, я думаю, что у вас вполне возможно есть тоже такая коммуникация. Хорошо, спасибо. Давайте перейдем к следующему проекту. С удовольствием представляю. Вчера наградили торжественно Министерство по делам молодежи Александра Юрьевича Гукова, Русское географическое общество, местное отделение Булунского района, руководитель отделения с проектом обеспечения материально-технической базы развития экотуризма в Тикси. Опять же, видела ваш музей, и вы в наш ролик попали. Если вы увидели, то вы в нашем ролике. Прошу вас, Александр Юрьевич. Добрый день. Наш проект занимается, в общем-то, с детьми, подростками, школьниками. Мы занимаемся с жителями района, с родителями детей, трудновоспитуемых детей, которые должны понимать, что здоровый образ жизни – это приоритет в наше время. Ну, количество участников проекта у нас от 50 до 70 человек, это в среднем. Задачи проекта – укрепление материально-технической базы экотуризма в нашем районе, создание базы туризма для осуществления многодневных походов и школьных экологических экспедиций. Ну и привлечение к экотуризму и здоровому образу жизни школьников и студентов. К наиболее перспективным объектам горного пешеходного туризма, чем мы занимаемся уже более 20 лет, относится хребет Карауларский, Российск, Кряж-Кунга, то есть горная система Северного Верхояния, где, в общем-то, мы и проводим походы, экскурсии, работаем на экологических тропах и маршрутах. Есть у нас лыжные походы, пешеходные, сплавы по горным рекам, которые в районе относятся и ко второй, третьей, четвертой категории сложности. Значит, сдерживает развитие туризма, конечно, суровый климат, отсутствие инфраструктуры, необходимой для многодневных походов. Значит, мы хотели бы развить
ту базу, которая будет в виде турприютов, турбаз. Мы ее видим в виде наиболее простых, дешевых домиков, балков, которые легко построить, создать, доставить и установить в тех местах, ключевых местах маршрутов, которые необходимы для ночевок, стоянок, мест, где можно отдохнуть, переждать ветер, там метель, либо непогоду. Мы работаем совместно в едином, так сказать, союзе с Булунским отделением Ассоциации полярников, с научным обществом учащихся Эврика, с обществом Горностай, турклубом Горностай. И наша задача – массовость, привлечь как можно больше детей, подростков, молодежи, студентов. И эта задача, в общем-то, выполняется, потому что дети интересуются своим краем. Мы их к этому подвигаем, к тому, чтобы они знали историю района, знали историю родины своей малой и вырастали здоровыми детьми. В этом помогает детская юношеская спортивная школа муниципального образования Булунского района. Там мы открыли новое направление, секцию спортивного туризма. Школьники очень интересуются именно, их интересует движение, активность. Ну и через это прививаем любовь к родине, патриотизм, даем им навыки выживания, навыки спортивной техники и постепенно формируем, как говорится, образ нормального человека, который сейчас должен выживать в наших условиях. Хорошо, спасибо, Александр Вот Юрьевич. У нас, так. к сожалению, 5 минут уже истекло, да, спасибо огромное. Ну, во-первых, вы в ролике сегодня точно рассказывали про этот проект. Я знаю, что вы подавали на конкурс фонда президентских грантов. Я только точно не знаю, с этим проектом или нет, но ваша организация, которую вы зарегистрировали, Горностай, точно может идти на конкурс фонда президентских грантов, потому что это структурированный хороший проект. Единственное, мне здесь не хватило именно проблематики. То есть нужно доказать, что этот проект актуальный, что он востребованный здесь и сейчас. Значит, чего не хватает? Нужно говорить о какие-то статистические данные. Ваш проект, если уже хороший на ХПГ, то это точно про трудную жизненную ситуацию. Это точно про то, что у вас очень много детей из алкозависимых семей и семей в социально опасном положении. И я думаю, что здесь несколько составляющих. Это и профилактика, это и, конечно, патриотизм, это экотуризм вы можете идти, и это еще и поддержка детей из семей в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Но здесь сейчас Жанна добавит. Единственное, что я знаю, что идет сейчас обсуждение о развитии общественного пространства в ТИКСе. Да? Может быть, это каким-то образом соединить, и туристический кластер плавно войдет вот это общественное пространство. Потому что архитектор Республики Саха-Якутия, она дала задание моей дочке, которая учится в МАРХИ на 5-м курсе, написать диплом именно на тему общественное пространство ТИКСи. Вот, может быть, здесь соединить, потому что общественное – это еще туризм. Как думаете? Ольга, надо подумать, здесь должно откликаться у самих коллег, потому что они больше, наверное, не про стационарное какое-то, я могу ошибаться, то, что я услышала, а наоборот, как раз выход на территорию и знакомство с территорией. Если я правильно поняла, правильно или нет? Да. Я еще вам, смотрите, я первое рекомендую, зайдите на сайт Ростуризма, сейчас онлайн-площадка для подачи заявок
на внутренний туризм. Поэтому в этом году уже, к сожалению, закрыты заявки, да, я имею в виду, конкурс уже закрыт и объявлены победители. Но первое, что я вам рекомендую, вы, во-первых, сможете увидеть, какие проекты подавались. Второе, значит, вы прям набираете Ростуризм конкурс, у них есть отдельная платформа. Вот. Да, и вы там увидите сразу, скажем так, познакомитесь с практиками. В следующем году сможете подать свой проект, да, на участие. И вы сейчас можете, видите чат наш? А что там Чат. в чате? Чат Ссылка, видите? Нет, телефон контактный. Да. Видите чат наш? Подскажите, пожалуйста. Жанна, отправь мне этот телефон, я отправлю Владимиру Германовичу, отправлю, Милославскому. Хорошо, я отправлю, смотрите. Напрямую, у меня есть номер телефона Александра Юрьевича, кидай мне. Хорошо, я отправлю вам, смотрите, это девушка, которая занимается социальным, вот прям то, чем вы. И она экологическим туризмом, социальным туризмом занимается, инициативами, то есть разными, все, что связано вот с тропами, вот как у вас все. И это Чусовой Пермский край. Я думаю, что можно даже совместно какой-то проект сделать. Оксана Трапезникова, я контактный телефон, как Ольга сказала, я, во-первых, в чате его написала, во-вторых, я его отправлю сейчас Ольге. Хорошо, спасибо. Жанна, спасибо большое. Давайте перейдем к третьему проекту. Алена Сергеевна, местная общественная организация по охране окружающей среды «Горностай». Вот продолжение у нас идет беседы Булонского района. Экологический туризм в работе с трудновоспитуемыми подростками. Вот он и социальный, и экологический туризм, два в одном. Слушаем вас. Здравствуйте. Местная общественная организация по защите окружающей среды «Горностай» представляет проект «Экологический туризм в работе с трудновоспитуемыми подростками». Как раз продолжение тема Александра Юрьевича. Задачами проекта выступают образовательные, развивающие и воспитательные. Чтобы время не терять, более подробно можно ознакомиться с ними на следующем слайде. Следующий слайд. Щелкните, пожалуйста. Там подробно, отдельно по каждой задаче. Экологический туризм является действенным инструментом социализации и обучения детей с девиантным поведением. Является эффективным методом воспитания и оздоровления. Помогает в воспитании самодисциплины, общение ведет к оздоровлению. Знакомство с природой вызывает желание познать ее законы и повышает уровень знаний подростков. Экотуризм – это компонент охраны природы, выражающийся в путешествиях в места с относительно нетронутой природой, с познавательными и оздоровительными целями, уважением к экосистеме, не нарушающим ее целостность. Впервые в нашем районе разработан приключенческий квест-проект «Полярный марафон». Он объединяет в себе элементы состязания и экологии в одной программе соревнований. Такие формы турслетов или турпоходов вызывают очень большой интерес у подростков. Экологические и научно-познавательные цели проекта достигаются в течение всего маршрута. Руководители группы знакомят учеников во время движения с экосистемами и достопримечательностями. Проводят серию практических занятий в местах стоянок. Темы таких занятий – экосистемы тундры, растения, гербарий, гидрологические работы, минералогия и палеонтология. Соревнования направлены на пропаганду здорового образа жизни, закреплению навыков выживания в экстремальных условиях горной тундры, совершенствованию экологических и туристических знаний и умений. Выполнение заданий проходит во время стоянок на маршруте длиной в 42 километра. В соответствии с программой. Марш-бросок и сплав оцениваются непосредственно на маршруте. Каждый из 6 этапов представляет из себя один состязательный день со своей специальной программой соревнований. Экологический туризм – это важнейший инструмент воспитания и дополнительного образования подрастающего поколения. Является важным компонентом охраны природы, действенным методом патриотического воспитания и познания окружающей среды.
Путешествие по родному краю вызывает интерес к науке, обучению, пробуждает тягу к знаниям, прививает основу экологической культуры, играет важную роль в оздоровлении подрастающего поколения, а также взрослых членов общества. Можно вопрос? В течение... 5 Да, минут. конечно. Какие ресурсы вам нужны для вашего проекта? В первую очередь нам нужно туристическое снаряжение. Как уже говорил Александр Юрьевич, мы очень тесно сотрудничаем с детской юношеской спортивной школой в рамках объединения «Спортивный туризм», с русским географическим сообществом, но, к сожалению, все равно снаряжения не хватает, потому что, сами понимаете, походы сложные, оно изнашивается быстро, и детей, вот как раз хотела сказать, что вот только в 2019 году у нас приняли участие 60 детей. В этом году дети сами приходили как раз в рамках нашего объединения, просились в походы, но по известным причинам мы, к сожалению, не смогли осуществить походы. И поэтому, да, первое, что нам необходимо, это, конечно, дорогостоящее снаряжение. Хорошо, спасибо за ваш ответ и за очень интересный. И я, наверное, предвосхищала. Там второй проект, он был больше, второй по счету сегодня проект Булунского района был больше про, значит, базу туристическую, да, и про домики, которые идут по туристическому маршруту. А ваш проект, он больше, он социальный, это именно профилактика правонарушений, это именно профилактика девиантного поведения детей, в том числе и семей в трудной жизненной ситуации. Есть такой фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он создан указом Путина при Министерстве труда РФ. У них есть направление, работа «Не оступись» называется, работа с трудными подростками. Это на федеральном уровне, федеральные деньги, и мы участвовали. Сейчас мы реализуем вот проект, как раз поддержанный и фондом президентских грантов, и фондом Гордеева. Мы помогаем выпускникам детских домов. Так? Второе, это есть программа и тоже конкурс на проекты на региональном уровне, которые так и называются в госпрограмме как профилактика правонарушений. Здесь тоже пока что эта программа не включена в гранты главы, она не включена, она там идет отдельно. Я надеюсь, что со следующего года будет все действительно в одно окно, так что следите за объявленными конкурсами. Это действительно грантовые конкурсы. Это грантовые деньги на приобретение оборудования и снаряжения спортивного, экологического, туристического и так далее. Плюс ГСМ и так далее. Смотрите, я также вам порекомендую, ну, наверное, подборку нужно будет сделать, Оль, да, по всем, скажем так, мерам поддержки, кто оказывает, в том числе, опять вернусь к Росмолодежи, да, АИС Росмолодежь. Зайдите, пожалуйста, на сайт, посмотрите, какие грантовые конкурсы. Также в телеграм-канале есть капитан грантов. Пожалуйста, зайдите, подпишитесь и тоже будете оперативно получать информацию. Но я думаю, что коллеги отправляют вам единый ресурсный центр. И смотрите, еще обратите внимание, сейчас у нас есть поручение президента, мы говорили о волонтерах в сфере экологии. Вот, я думаю, что вы можете также это направление взять. Подумайте, какую программу разработать, какую-то уникальную фишечку свою. Вот. И, например, как я отправляла тоже в группу «Чистые игры». Слышали про такие? Коллеги? Нет, не слышали, посмотрим обязательно. Посмотрите, наберите прямо в интернете «Чистые игры». Я контактный телефон руководителя отправила Ольге Анатольевне. Можете это потом, ну, то есть связаться, если вас это заинтересует. Я переслала, да, все. И то, что сегодня во время ярмарки, Жанна, ты отправляешь, я все сейчас буду пересылать постепенно коллегам, хорошо? Да. Все, коллеги. Спасибо большое. Великолепные проекты, они очень важны. Петрученко Светлана Валентиновна, Женсовет по защите прав, свобод и законных интересов женщин и детей Булунского района, председатель организации «Сенсорная семейная комната. Лучики солнца». Прошу, 5 минут. Здравствуйте. Булунский женсовет
создан по инициативе женщин в 2010 году, официально зарегистрирован в 2016. Наша организация объединяет женщин на территории Булонского района, пропагандирует семейные ценности, здоровый образ жизни. Системно оказывается помощь инвалидам, ветеранам, коренным и малочисленным народам Севера. На постоянной основе организация принимает участие в знаменательных событиях и праздниках. Организация является победителем ряда конкурсов на получение грантов. Один из грантов «Сенсорная семейная комната «Лучики солнца» реализован при поддержке Республики Саха-Якутия и передан в Булонское управление социальной защиты населения. Открытие комнаты состоялось в мае 2019 года. Достигнуты результаты. Специалисты организации проводят на постоянной основе различные мероприятия, занятия с детьми и семьями. Сеансы в сенсорной комнате рассматриваются и как самостоятельная реабилитационная процедура, и как способ подготовки к другим психологическим мероприятиям. С детьми занятия проводятся в форме игры. Длительность игры зависит от индивидуальных способностей детей. Количество человек на занятиях определяется целями работы, возрастом и размерами помещения. Проект помогает устранять причины социальной дезадаптации, стабилизировать эмоциональное состояние, снижение уровня тревожности, агрессивности, помогает формировать позитивные жизненные цели и способности к их достижению. Достигается восстановление детско-родительских отношений, построение эффективного процесса реабилитации несовершеннолетних. Реабилитация посредством занятий в сенсорной комнате как скорая помощь в кризисной ситуации очень актуальна и значительно повышает эффективность проводимой реабилитации. Таким образом, можно сделать выводы, что занятия в сенсорной комнате улучшают состояние детей, попавших в трудную жизненную ситуацию или имеющих посттравматические стрессовые расстройства. Спасибо большое. Я так понимаю, что ваша сенсорная комната логистически находится, ну, раньше, наверное, он назывался, да, Центр помощи семье и детям, который возглавляет уважаемая госпожа Асаева, правильно? Правильно. Угу. Ну, я прекрасно помню этот центр, и когда-то в свое время именно при привлечении средств фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мы оснащали этот центр, в том числе это было игровое оборудование, реабилитационное оборудование, открывали гостиницу для женщин с детьми. И, конечно, это здорово, что вы привлекаете средства для того, чтобы дополнительное оборудование, да, получается, в учреждении Министерства труда и социального развития, потому что мы прекрасно знаем, что средств не хватает. Но я думаю, вот что, мне кажется, вот когда была в ТИКСе, мне говорили о том, что необходимо, если какой-то клуб, да, или какое-то сообщество родителей с детьми, которые могут приходить в центр в настоящее время, в свободном доступе, посещать ваши занятия и пользоваться этим оборудованием. Или же это оборудование только для тех детей, которые, так скажем, мы знаем, состоят на учете, да, учетные дети из уже вышеперечисленных мной семей. Вот этот вопрос для меня важен. Нет, эта комната, она для всех. Там просто составляется расписание, кто когда посещает. То есть она в открытом доступе находится. Но специалисты, да, именно вот этого центра, который сейчас при управлении соцзащиты, правильно я понимаю? Нет, и другие тоже специалисты, врачи привлекаются. Хорошо, то есть спасибо, то есть вы используете вот этот подход межведомственный, объединение ресурсов для того, чтобы решить конкретные, да, проблемы целевых групп. Да, да. Ну, Жанна, твое мнение, как ты думаешь вот развить это?
Я думаю, что на самом деле коллегам нужно уже выходить на исполнителя общественно полезных услуг и оказывать услуги платно, а кто приобретать ваши услуги будет, это, конечно, Министерство соцзащиты. Поэтому вам нужно, скажем так, как раз я документацию не видела, Оль, нужно здесь подумать и посмотреть у коллег конкретно, какие услуги оказывают, какая стоимость этих услуг, вот, и уже предлагать и встречу организовывать с Министерством соцзащиты. Я предполагаю, что мы с 2016 года являемся ресурсным центром, который именно помогает организациям коммерческим и некоммерческим выход на рынок социальных услуг. Я думаю, что это полустационарные, так как это центр, я знаю, просто там была, это полустационарные социально-психологические, социально-педагогические услуги. Их нужно оформить, да, упаковать эту услугу. И если это учетные дети и семьи, то эти услуги могут быть компенсированы за счет средств, предоставляемых Минтруда, если вы войдете в тот реестр, о котором я говорила вчера, реестр поставщиков соцуслуг. В Арктике пока таких учреждений нет. Пожалуйста, вы можете обратиться к нам, мы вас сориентируем, но вы можете посмотреть, как это в других районах. Но могу сказать, что там абсолютно небольшие средства на полустационарные, низкие тарифы у нас, проблематика есть. Но то, о чем говорит Жанна, это когда дети из семей, так скажем, в хорошей жизненной ситуации, они могут прийти и получить у вас услугу платно, если она упакована и предоставляется не государственным учреждением, а именно некоммерческой зарегистрированной организацией. Верно, Жанна? Все верно. Еще смотрите, коллеги, ну, мы видим, что мы сейчас живем в новой реальности, и вам нужно уже стараться упаковывать какие-то услуги онлайн, и тогда у вас границ нету. То есть вы можете, если у вас действительно хорошие специалисты, то вы можете выходить и оказывать эту платную услугу хоть в Якутии, хоть в Хабаровском крае, да даже в Москве или в другом каком-то регионе. Поэтому посмотрите вот в эту сторону онлайн своего продукта. Второе, что еще необходимо? Пожалуйста, вот прям сами зайдите в сайт, я для всех тоже сейчас говорю, сайт Фонд президентских грантов, нажмите проекты, нажмите справа кнопку «Выбрать регион или направление грантовое». Ну, хотите, нажимайте победителей, хотите, не нажимайте. Поищите там себе партнеров. Объясню почему. Потому что вы тогда можете заложить, созвониться, пообщаться и сможете поехать на ту территорию, получить практику. Вот, например, в Пермском крае, да, у нас хорошие, да, у нас во всех субъектах есть хорошие практики, просто вам нужно выбрать их. Вот такой нетворкинг, мне кажется, такие стажировки должны быть. Если вы скажете, у нас нет денег на это, поверьте, многие субъекты, во многих субъектах сильные уже некоммерческие организации по данному направлению, они закладывают проезд и проживание за счет там своих грантовых конкурсов, да, в том числе и фонд президентских грантов, и им также будет интересно приехать к вам потом. Вот, пожалуйста, все смотрите в эту сторону. Сотрудничество, партнерство межрегиональное будет и для вас полезно, и для коллег, которые работают, ну, скажем так, даже методологически. Вот. Спасибо, у нас тайм-менеджмент, и мы переходим к следующему проекту. Чекасова Даяна Николаевна, молодежный пресс-центр при администрации муниципального образования, руководитель молодежного пресс-центра, проект «Молодежный пресс-центр». Владимир Германович. Здравствуйте. А Молодежный пресс-центр создан 6 июля 2020 года при администрации района. Проект нацелен на создание устойчивого сообщества по информационному сопровождению деятельности, направленной на развитие Булунского района. Деятельность молодежного пресс-центра направлена на создание позитивной информационной повестки, информационного сопровождения проектов и программ, реализуемых в районе организациями и молодежью. Молодежь создает контент для молодежи и о молодежи. В рамках обучающих занятий дается информация о создании контента, способах распространения информации и критический подход по работе с информацией в социальных сетях.
Соисполнителем и партнером проекта выступает районная газета «ГАУ Маяк Арктики» с более чем 90-летней историей и являющейся одной из самых первых выпускаемых газет Восточной Арктики в лице директора Ослопова Артема Сергеевича. Куратором проекта выступает администрация района в лице заместителя главы Булунского района Милославского Владимира Германовича. За 5 месяцев работы молодежный пресс-центр опубликовала 72 статьи. Публикации осуществляются на бумажном носителе, то есть традиционная газета, и в электронном виде через ресурс Улус Медиа. Количество участников с 1 возросло до 6 человек. Для повышения навыков работы с информацией проводятся обучающие занятия 1 раз в неделю по средам. Опорный календарный план деятельности определен на 12 месяцев вперед. Дальнейшее развитие мы планируем в построении сети молодежных пресс-центров в сельских поселениях, объединение школьных газет для широкого распространения информации о жизни и деятельности учащихся, обучению ведущих экспертов в области журналистики. Актив организации займется дополнительными направлениями деятельности: культура, спорт, экология и волонтерство. Также рассматривается возможность регистрации молодежного пресс-центра в качестве общественной организации. Отлично, спасибо, Даяна Николаевна. То есть это молодежная онлайн-офлайн газета, да? Это информационный ресурс. И у меня только один вопрос: насколько востребован он? И все-таки, раз она молодежная, вы сказали 6 человек, она востребована среди молодежи и среди старших школьников, например? Наша газета востребована для начала, потому что она объединяет наши сельские поселения. Газета «Маяк Арктики» раньше пишет только о том, что происходит в поселке Тикси, и редко удается узнать, что происходит в сельских поселениях Булунского района. Мы, молодежный пресс-центр, объединяем наш Булунский район, и остальные участники тоже являются из наслегов. Я думаю, что востребовано, потому что в наших статьях проводятся, есть и обучающие статьи. Хорошо, спасибо. Ну, тогда у меня, Дажаны, только один совет. Если вы будете регистрировать, вы созреете, да, и будете регистрировать некоммерческую организацию, то не называйте ее узко только пресс-центр. Сделайте ее пошире. И я думаю, что пресс-центр – это будет одно из направлений, то есть информационная поддержка молодежных инициатив и проектов. То есть посмотрите чуть шире ваши цели, которые вы пропишете в уставе. Спасибо. Жанна, есть? Смотрите, я вам рекомендую также, если вы будете планировать открывать организацию, то учитывайте сразу, чтобы регистрация средств массовой информации. То есть вы можете зарегистрировать интернет-СМИ и также участвовать потом. Действительно, это нужно, это важно. И если появятся такие гражданская информационная платформа в Арктике, это будет вообще, мне кажется, это прям актуально как никогда. И это публикация СМИ, то есть посмотрите, что нужно для регистрации, если нужна консультация дополнительно. Вот мы сейчас тоже зарегистрировали свою организацию как СМИ дополнительно, получили. Мы можем отдельно, Оль, потом проконсультировать, я Илону тогда подключу, и мы скажем, что для этого необходимо. То есть обратите на себя внимание, что вы как интернет-портал. Еще смотрите, я скинула ссылочку вам, всем сейчас обращаюсь, скинула ссылку на полдник готовых решений. Смотрите, вот это просто как пример, как образец. Во-первых, вы можете посмотреть какие-то заинтересовавшиеся вас, истории, да, там, технологии, это как раз, а можете взять саму основу. То есть он не будет называться у вас полдник готовых решений, да,
а может он будет по-другому как-то называться, назовите его. И начинайте в записи, записывайте 10-минутные форматы, рассказать о проектах, да, вот, ну, инициативах даже маленьких. У человека есть какая-то идея, инициатива, и он ее хочет или уже реализовал, вы, вот пусть он расскажет. Вот, и даст советов, или там наоборот скажет, присоединяйтесь ко мне, да, вот, попробуйте такую рубрику, ну, она должна выходить еженедельно, например, или, может быть, 2 раза в неделю, чтобы это был постоянный такой контент, который вы наполняете. Ну да, Спасибо. это ноу-хау именно Жанны. И пока ссылочку, если мне продублируешь, не дошла до меня ссылочка, я обязательно перешлю в Булонский Сейчас район. отправлю. Да, и могу сказать, что мы тоже подумываем, кстати, Леонид, хочу сказать, что мы тоже подумываем, Жанна, о том, чтобы получить лицензию и стать официальным СМИ, как единый ресурсный центр. Так что это сейчас очень актуально. Жан, ты нас проконсультируешь, а мы Да, потом... проконсультируем. Угу. Спасибо. Дальше переходим. Артем Сергеевич Ослопов, ГАУ «Саха-Печать», редакция газеты «Маяк Арктики». Продолжаем тему. Главный редактор ТИКСИ «Логика роста». Да, у нас замена по спикеру будет, Милославский Владимир Германович. Да, информацию зачитаю по проекту. Хорошо. Проект ТИКСИ «Логика роста» – это освещение интересных и перспективных специальностей, то есть трудовых профессий, с помощью видеоконференций. Мы собираем лучшие методологии, над нашими курсами работает большая команда, это авторы, методисты, продюсеры, преподаватели, маркетологи, редакторы. Каждый следит за трендами на рынке, чтобы запустить максимально качественную образовательную программу. Мы создаем продукт, которым планируем также пользоваться сами. Строим путь, помогаем сформулировать ожидания от рабочего пространства для того, чтобы человек выбрал комфортную профессию по своему желанию и понимал, как на современном рынке труда зарабатывать. На данный момент наблюдается оторванность действующей системы образования от реальных потребностей рынка труда. В связи с этим мы создали проект 10 ноября 2020 года. Сегодня у нас уже более 25 человек, и с каждым новым участником проект становится все более полезным. Мы создаем современную систему интеграции, верим, что получение новой профессии или дополнительной в форме дистанционного образования станет новой реальностью, в том числе для амбициозных и энергичных людей. Наша цель – это трудоустройство выпускника, и мы привязываем мотивацию к результату. Программа совершенствуется ежедневно. На слайде можно увидеть наших партнеров. Это Дмитрий Быков, дизайн-директор Яндекс.Маркета, Руслан Гафаров, компания Malik Space, это Лос-Анджелес, Америка, Александра Максимовская, это основательница агентства Rainbow, и Матвей Ставицкий, это оператор известный. Мы недавно с ним проводили видеоконференцию совместно с молодежным пресс-центром. Итогом проекта станет образовательная платформа, как офлайн режим, так и онлайн режим. Так как у нас интернет-трафик в Булонском районе не всегда качественно работает, в ТИКСе и в территориях, схожие по типу, данные мероприятия будут реализовываться офлайн, то есть в локальной сети. А для всех остальных, кто широкополосным пользуется, из любого города можно будет зайти на платформу и получить новое образование или видеоконференции в записи посмотреть. Если коротко, то так. На вопросы готов ответить. Отлично, спасибо. Вот даже оформление презентации, оно другое. Оно из 21 века, мощное, оно вперед, есть чему поучиться. Да, логика роста – это действительно про перспективу. У меня единственный совет. Я знаю, что сейчас Жанна может вас закидать идеями. Я переслала очень много ссылок. Жанна, спасибо. Ты наш клондайк просто. Ссылок, возможностей, точек роста в том числе. Возьмите на вооружение. Есть такой атлас новых профессий, разработанных в Сколково. Возможно, вы знаете, и вы используете, киваете головой, значит, знаете. Потому что, когда мы, как психологи, проводим профориентационные различные вещи в наших школах в городе Якутске, мы всегда показываем этот атлас профессий пенсионеров и к чему надо готовить нашу молодежь, да, абсолютно к новым точкам роста.
Жанна. Да, я дам просто еще дополнительно, скажем так, просто координацию. Действительно достойный, хороший проект. Если я правильно поняла, что это будет цифровая платформа, правильно? Да, все верно. Коллеги. Второе, я бы рекомендовала вам, смотрите, зайдите на портал «Моя Россия», можно просто как технологию посмотреть внутри. У них на портале «Моя Россия» есть такой ресурс, это краудфандинга, народного финансирования. И этот инструмент можно, в принципе, отдельно даже, я знаю, что коллеги предлагают этот модуль, ну, то есть как бы встраивать в платформы дополнительно. Может быть, другие, там тот же Яндекс поможет вам. Обязательно учтите краудфандинг для проектов, да, ну, я думаю, что это хорошая будет история. Вот. Потом у них есть создание там на этой же платформе, создание сайтов. Ну, тогда получается, когда ребята тренируются, они создают свои сайты. Вы можете загрузить свой конструктор сайтов, чтобы под вашим, ну, понятно, что будет длинный с названием вначале вашим, да, то есть платформы, а потом проекта. Мне кажется, тоже такая получится хорошая история. Это как идея. Затем обратите внимание на креативные индустрии. Сейчас этому уделяется, я последние две ссылки скинула на креативные индустрии. Одну практику, прям контора пароходства, запишите еще и себе, это в Тюмени контора пароходства. Достаточно креативные ребята. Также у них есть «Моя территория», наберите сайт, посмотрите «Моя территория». Может, что-то полезное. Если нужны будут прям прямые контакты, я вам дам руководителя. Это через Ольгу тогда. Я Ольге поотправляю координаты, контакты руководителей. Также я хочу обратить внимание, посмотрите план А, это в Санкт-Петербурге. Что там уж тоже полезное. Ну и также скажу вам, что не концентрируйтесь только на свой регион, да, потому что, ну, я вижу, у вас не только муниципальный, там, улусовский формат, у вас такой региональный уже. Но, тем не менее, я бы предложила вам даже делать межрегиональный. Межрегиональный, и ваша ключевая фишка – это арктическая история, да, и возьмите все территории Арктики, и если вы сделаете… Да, поляр. И можно тогда сюда, знаете, делать какие-то уже сейчас, запланируйте, например, на декабрь онлайн-встречи, и можно даже первые, если там 5-10 человек соберутся в онлайне с этих территорий, поверьте, вы уже мощная сила будете. Ну, то есть делайте такие встречи хотя бы раз в месяц сами. Сейчас Zoom позволяет все это. Если нужна будет помощь по коммуникациям, чтобы соединить, привлечь дополнительно, да, найти таких людей, без проблем мы, скажем так, я окажу содействие. Спасибо. Мы чуть-чуть выбились. Спасибо большое. Но это не значит, что мы сейчас прекращаем с Болонским районом. Я попрошу чуть-чуть Жиганский район подождать, потому что давайте закончим 8 проектов. Это очень много для Болонского района, и мы продолжаем. Арктическая гимназия была там несколько раз. Иванов Анатолий Васильевич, директор гидропоника в условиях Арктики. Отлично. Я видела у вас гидропонику, когда у вас были коровы голландские. Китси. Да, у нас будет замена по спикеру. Будет спикером выступать Сивцева Екатерина Михайловна. Пожалуйста, очень кратенько, 3 минутки. Здравствуйте. Добрый день. Хорошо. Итак, наш проект называется «Школьная гидропоника в условиях Крайнего Севера». Руководителями данного проекта являются наши учителя: Чередниченко Людмила Ильинична, учитель биологии, Шагланова Наталья Серафимовна, учитель химии. Актуальность проекта заключается в отсутствии условий для ведения растениеводства в условиях Крайнего Севера, редком заводе свежих овощей и зелени, а также дороговизна данных продуктов, что, естественно, сказывается таким образом, что не хватает свежих овощей и зелени в столовой арктической гимназии в течение всего учебного года. Целью проекта является создание лаборатории для научно-исследовательской деятельности наших учеников с использованием системы гидропоники. Нами были поставлены следующие задачи: организация научно-исследовательской деятельности, проведение лабораторного практикума, проведение исследовательской работы, создание учебного комплекта, это различные журналы наблюдений, тетради для практикумов и так далее, распространение опыта по выращиванию гидропонных растений в Булонском районе, и мы планируем еще также на другие северные районы республики распространить наш опыт, ну и, конечно же, обеспечение нашей школьной столовой свежей зеленью и овощами.
Долгое время наши учащиеся выращивали зелень и овощи на подоконниках, в горшках, но, естественно, при таком способе выращивания рентабельность и окупаемость крайне низкая получается. В гидропонных же условиях могут работать и крупные предприятия, что является несомненным плюсом. Переводя свой зеленый уголок из дендрария на гидропонику, мы же, конечно же, не ждали чудес. Мы прекрасно понимаем, что это другая технология, и как всякая технология имеет свои плюсы и минусы. Основным минусом является вот наличие более сложных систем, которые надо либо приобретать, либо делать самим. При освоении гидропоники появляется возможность компенсировать часть затрат на нее, организуя комнатные огородики, на которых можно выращивать зелень, культуры для собственного потребления. Ассортимент на самом деле не такой уж и маленький. В первую очередь это те невыносливые овощи, томаты, огурцы, это зелень, клубника, перец и не говоря уже о пряной зелени. Гидропоника основана на принципе выращивания растений в питательном растворе с постоянной его рециркуляцией по желобам и трубам. Пластиковые каналы размещаются на платформах с уклоном, питательный раствор по системе магистральных трубопроводов и распределительных коллекторов через отверстия поступает в пластиковые каналы с растениями и сливается в сборный желоб, далее по трубам поступает в сборный резервуар. Приготовление питательного раствора производится путем добавления минеральных удобрений. Уход за растениями заключается в регулировании питательного режима, сменяет питательный раствор или же меняет его концентрацию всего раз в месяц. Этого вполне достаточно. Были получены результаты, то есть действительно мы получили и зелень, салат получили, дети это уже все ели, все это было свежее, так сказать, с огорода. Но вот для дальнейшего того, чтобы наш проект далее работал. Что? Так, что вам нужно в итоге? Ну, я уже закончила. Хорошо, спасибо. Для работы нашего проекта нам нужно просто расширить. Понятно. Прошу прощения, что перебиваю, но нас ждут уже, наступают на пятки, так скажем. Хочу сказать, что проект этот, он так же, как и краски Арктики, он имеет такой социально-психотерапевтический эффект для Арктики. И я бы абсолютно не хотела, чтобы вы ставили в разные стороны сенсорную комнату, которая есть в центре, да, управления соцзащиты, и вот эти зеленые ваши в гидропонике растения. Почему? Потому что даже психологам, у нас есть проект в IT-парке, резиденты IT-парка разработали примерно такой проект в работе с реабилитацией детей с инвалидностью, ОВЗ, психологическими, психотерапевтическими расстройствами. Поэтому у меня такой совет. Психологические консультации можно оказывать вот в этом вашем зеленом уголке. Это и витамины, и это и психотерапевтический, социальный, психологический, какой угодно эффект. Жанна, что посоветуем? Я думаю, что если это школа... Секунду. Да, просто хотела, копировала там ссылку, но сейчас я в чат отправлю, пожалуйста, посмотрите в чате. Я там отправляю, там 2020 год, у нас по вашему направлению проходят молодежные форумы в Ростове-на-Дону. Я бы рекомендовала вам опять молодежное крыло подготовить, направить ребят, да, туда. Второе, принимать участие, это ко всем касается, со всеми вашими проектами. Это форум «Восток». Тоже не упускайте возможности, принимайте участие. То есть вот это молодежное крыло до 30 лет, про кого я говорю. Я очень надеюсь, что бы я вам рекомендовала. Вот я была в Сириусе, вот буквально неделю назад приехала, и вот там у них есть тоже вот такая лаборатория, про выращивание растений, да, вот непосредственно. Может быть, подумать, тем более у вас связано с наукой, посмотрите, пожалуйста, зайдите на Сириус. Если будет вдруг такое огромное желание, точно можно собрать делегацию. Вот прям я вижу, что Арктика может поехать на стажировку, ну, посмотреть, созвониться, написать официальное письмо и поехать на стажировку в Сириус. Посмотреть, как обустроены эти лаборатории, чтобы уже сделать современную лабораторию научную, которая будет совместно коммуницировать в том числе и с Сириусом.
Хорошо, спасибо. Переходим к последнему, заключительному проекту Булунского района. Спасибо. Владимир Германович представит нам проектный офис развития арктического кластера. Спасибо. Постараюсь максимально коротко информацию предоставить. О целях, задачах тогда не буду рассказывать, как бы информация есть и в презентации, ну и в целом понятно, что такое проектное управление для всех. Расскажу немного о тех новшествах, можно через один слайд сразу. О тех новшествах, которые мы прежде всего внедряли для того, чтобы достигать максимальный результат. В 2018 году наш проектный офис появился при администрации района. Мы заложили сразу следующую концепцию. Да, можно следующий слайд? Это, во-первых, инициатива, то есть не ждать, когда мы получим финансирование на какой-либо проект, а генерировать проекты самостоятельно, получать финансирование и развиваться. Максимально формировать сеть партнерств, то есть на международном, федеральном, региональном, муниципальном и местном уровне. То есть это построение вертикальной сети партнерств под каждый проект и построение горизонтальной сети взаимодействия в проектах. То есть эта схема многим общественным организациям знакома: МКО, органы власти, СМИ, бизнес и наука. Наша задача – это развитие и раскрытие человеческого капитала прежде всего, потому что потенциал в Арктике очень большой, но не всегда хватает механизмов, как себя самореализовать. В связи с этим мы внедряем механизмы повышения проектной культуры. В том числе сегодня мы многие проекты, которые рассмотрели, мы оказываем максимальную поддержку им. На слайде можно увидеть наших партнеров. Мы взаимодействуем на межрегиональном уровне с научными организациями, проектными институтами развития, научно-исследовательскими институтами. То есть мы каждый проект упаковываем нашими партнерами в зависимости от потребности. Если посмотреть по результатам проектной деятельности, некоторые наши инициативы отмечены на уровне Государственной Думы, главы республики Саха-Якутия, Общественной палаты Российской Федерации. Мы занимаемся научной деятельностью, проектной деятельностью, вносим свои предложения в федеральные органы, в том числе проектный офис наш внес максимальное количество предложений по стратегии развития Арктики, которая недавно была принята, и с помощью наших предложений, в том числе, мы обеспечили лидирующую позицию республики Саха-Якутия в рейтинге инициатив, которые были внесены. Следующий слайд. Мы также генерируем проекты-драйверы, которые направлены на развитие инфраструктуры территории. То есть это федеральный проект «Туристический кластер российской Североарктики». Мы участвовали в разработке как со стороны администрации, так и со стороны проектного офиса, потому что у нас в этом направлении руки более развязаны, и мы можем административно проект продвинуть на федеральный уровень. Участие в разработке проекта по решению проблем цифрового неравенства, проект «Единый Булун». Это специфичный проект, о нем глава вчера рассказывал. У нас есть ряд проектов, которые мы разрабатываем, есть ряд проектов, которые мы курируем, в том числе это молодежный пресс-центр, краски Арктики, тикселодика роста, которые сегодня были презентованы. Также мы совместно разрабатываем открытие пространств коллективной работы, такие как точка кипения в формате сайды и так далее. По статистическим данным у нас презентация также указана вся информация, и мы любим Арктику, мы ее развиваем, и мы готовы двигать проекты. Если есть вопросы, я отвечу. Спасибо. Это высший уровень проектной культуры, я бы хотела сказать. Это даже больше такая мозаика проектов, да, которая входит в один офис. И единственное, у меня только одно предложение, чтобы наш логотип появился на вашей презентации. Я предлагаю подписать соглашение о сотрудничестве, и который выйдет в декабре, еще один научный методический сборник. Мы готовы предоставить результаты исследования потенциала гражданского общества в Арктике. Все. Больше нет вопросов, только предложений. Ага, у меня предложение. С радостью, спасибо. Да, действительно, очень хорошие проекты, правильный подход. Единственное, вот что мне не хватило в презентации, я не понимаю, а вы другие вот как раз улусы охватываете или нет? Потому что в вашем
я увидела, что вы улус свой охватываете и говорите про всю Арктику, но я не увидела, какие проекты вы сопровождаете в других улусах. Вот, это первое. Или вы только заточены на свой улус и все? Вот, пояснить можно? Да, конечно, пояснить можно. В презентации мы также данные давали. Мы сопровождали несколько проектов на получение финансирования. Проект был разработан в Якутске, при этом проект посвящен Вилюйскому району. Это съемки документального фильма с участием Британии, то есть проект международный, мы его сопровождали и экспортировали. Я правильно понимаю, что вы только социальные заказы условно региона выполняете? То есть не так, что собираете инициативы, есть сборка инициатив с арктических территорий, ну, ваших, а вы вот, ну, например, как бы условно, да, социальный заказ есть от региона, и вы его выполняете? В части социального заказа от региона мы не работаем, потому что наша задача обеспечить лоббирование проектов, которые разрабатываются. Если на уровне республики брать, это прежде всего проекты Булунского района. Если поступают предложения от других улусов в направлениях, с которыми мы не работаем, мы их тоже поддерживаем. В том числе в рамках тиражирования практик, научных, реальных проектов, мы все улусы приглашаем к публикации в международном научном сборнике. У нас участвуют 7 регионов России, то есть мы открыты к любому сотрудничеству. Скажите, пожалуйста, фонд Горчакова подавали когда-нибудь заявки? Нет, мы не подавали, потому что мы не являемся юридическим лицом, мы проектный офис при администрации. При этом мы запланировали, мы с Ольгой Анатольевной разговаривали, запланировали регистрацию в качестве автономной организации для того, чтобы не было конфликта интересов, потому что я муниципальный служащий. Принято, понятно. Ну, я рекомендую, да, рекомендую регистрацию, рекомендую организацию стажировок вам, да, в том числе дополнительно, как ваши региональные, так и межрегиональные. Вот, и, ну, безусловно, рекомендую подать вам заявки, это когда найти хотя бы организацию партнеров, да, некоммерческую, фонд Горчакова. Это с международной повесткой, если связано. Хорошо, спасибо большое, Жанна. Я надеюсь, что Булунский район будет развиваться. Мы к вам опять приедем, так же, как и в другие районы обязательно. Благодарю за очень хорошую слаженную работу, Владимир Германович, главой района. Мы готовы подписать соглашение и будем партнериться и продолжать.